В 2011 году Хангаласский УЛУС был выбран в качестве экспериментальной площадки для продвижения энергоменеджмента в сфере ЖКХ. В течение 3 лет по всему району вводились котельные с энергосберегающими характеристиками. Провести диагностический аудит прибыла экспертная группа из Москвы. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. По прибытии в Хангаласский филиал ГУП ЖКХ члены экспертной группы провели рабочее совещание с руководителями учреждения. Затем делегация вместе с сотрудниками филиала совершили обход объектов, введенных в течение 3 лет. Сначала мы диагностируем ситуацию по исполнительной дирекции. Дальше мы выясняем ситуацию по Хангаласскому филиалу. Дальше разрабатываем модель совершенствования системы энергоменеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 50001. Далее согласуем эту модель, разрабатываем документы, отрабатываем их на Хангаласском филиале, а дальше тиражируем на все филиалы этой компании. Энергосберегающие котельные отличаются от типовых функций регулировки. Если котлы старого образца работали без какой-либо возможности настройки расхода топлива, то энергосберегающие котлы экономят в разы больше топлива. В этом году, если не ходить, вот нашим филиалом, мы под программой энергосбережения хозспособом мы уже завершаем, имеется в виду строительно-монтажные работы действительно поменяли, котлы поменяли, горелки, которые у нас энергоэффективные такие. За 3 года по УЛУСу ввели в эксплуатацию 21 котельную, из них 7 с энергосберегающими характеристиками. Около 100 жилых домов подключили к квартальным котельным в таких населенных пунктах, как Красный ручей, Идяй, Синск и Титары. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК Саха, Хангаласский УЛУС.